27 июля ФСБ России сообщила о ликвидации так называемого террориста в подмосковном городе Химки. По версии спецслужб, 19-летний таджик Адил Каюмов якобы планировал устроить теракт в местах массового скопления людей. Правозащитник и президент Общества политических иммигрантов Центральной Азии Бахром Хамроев назвал спецоперацию ФСБ по предотвращению теракта повторением их предыдущих операций с участием мигрантов. Он усомнился в связи погибшего с сирийскими военизированными группами и уверен, что нашел несостыковку в истории ФСБ о том, что Каюмов вышел с автоматом из заброшенных гаражей в Химках и собирался отправиться в парк Горького, чтобы стрелять в людей. По мнению Хамроева, вся операция ФСБ была неуклюжей попыткой российских властей отвлечь внимание общественности от акций протеста в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Напомним, что менее недели назад российские спецслужбы уже провели в столице и разных городах Сибири и Дальнего Востока несколько спецопераций по задержанию так называемых террористов, в результате которых были задержаны и арестованы несколько десятков выходцев из стран Центральной Азии. Уже 29 июля в Санкт-Петербурге была проведена новая спецоперация. Задержана группа выходцев из Таджикистана, снова по подозрению в так называемом терроризме. А в отношении одного из них, Камилова Идибека Баладжоновича, возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности путем финансирования», сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие». Правозащитники отмечают, что трудовые мигранты из Центральной Азии все чаще становятся либо жертвами политических игр российской власти, которая уже давно привыкла гасить протесты оппозиции и объединять народ неожиданно произошедшими или предотвращенными терактами, либо жертвами экономических интересов руководства спецслужб, которые, раздувая так называемую террористическую угрозу в России, получают из федерального бюджета баснословные суммы на борьбу с этой несуществующей угрозой. Ситуацию прокомментировал таджикский блогер из Таджикистана Абдулло Аббосов. امروز مهاجران مهنتی از آسیا میانه در طول سالهای دراز Трудовые мигранты из Центральной Азии уже и так являются жертвами колониальной экспансии России, которая оставила после себя в регионе диктаторов-секуляристов, не способных обеспечить население даже рабочими местами, зато у которых очень хорошо получается бороться с исламом. И теперь эти мужчины, которые вынуждены находиться вдали от семьи годами, выполняя самую тяжелую и унизительную работу, подвергаясь постоянным попыткам обмануть и обобрать со стороны работодателей и полицейских, вот этих людей российские спецслужбы в итоге назначают террористами, забирая их жизни и свободу, просто потому, что им понадобилось в политических или экономических целях. И это в России очевидно всем. Однако почему-то ни российские оппозиционеры, ни российские независимые СМИ не освещают эту сторону, предпочитая обходить стороной токсичную тему терроризма, которая несет для них имиджевые риски. موضوع تروریسم را که برای آنها خطر تصویری دارد کوشش میکنند به اعتنا بگذارند.